Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». У нас были небольшие каникулы летние. Мы опять возвращаемся с того, собственно, с чем мы тогда уходили в отпуск. Как обычно. Да, как обычно. Да, у нас в гостях Астамур Таня. Мы в прошлый раз говорили о перспективах Зангезурского коридора, и пока мы были в отпуске, собственно говоря, свершилось. Да, Трамп привез в Вашингтон и президента в Армении, и президента Армении, премьер-министра, президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтон и, собственно, фактически анонсировал мирный договор между этими двумя вечно враждующими странами. С этого начнем, наверное, Астамур, а дальше уже как бы по порядку, потому что в этом промежутке много событий, в частности, Трамп, как бы лавры миротворца его, как бы такие стали уже такими, в общем-то, постоянным таким состоянием, да, то есть статус миротворца, и он как бы сейчас пытается то же самое произвести в конфликте между Украиной и Россией. Но было еще одно событие, это 14 августа, всем памятное событие, начало грузино-абхазской войны, когда войска Госсовета Грузии вошли на территорию Абхазии, развязали войну. И вот как бы в этой связи опять же были ряд заявлений правительства Грузии, и мы об этом тоже, соответственно, поговорим, но все-таки начнем, наверное, вот с азербайджано-армянского примирения. К чему это в итоге может привести? То есть это стабильность какая-то или вот имеет какую-то перспективу? Ну, мы в общих чертах, добрый день, да. Мы во время нашей прошлой встречи этот вопрос обсуждали. И принципиально нового вот в этом тренде, на мой взгляд, не произошло. Просто стало свершившимся фактом встреча под эгидой Трампа в Вашингтоне. Хотя, надо уточнить, там не мирный договор был какой-то подписан. Там был подписан меморандум. Вот. Он не имеет такой юридической силы. Это, скорее всего, в нем обозначены намерения и план действий сторон по дальнейшему урегулированию. Вот. Но предстоят еще, я насколько понимаю, Армении произвести какие-то внутригосударственные правовые процедуры, на чем настаивает Азербайджан до заключения мирного договора. Вот. Ну, в России мы видим с некоторым напряжением этот процесс встретили, хотя официально было потом заявление, что приветствуются эти мирные соглашения. Вот. Ну, есть ли причины для беспокойства? Ну, прецеденты есть, конечно, как это мы уже в прошлый раз говорили тоже, с Баку-Тбилиси-Джейхан. Поэтому, наверное, остановить этот процесс, если он начался, и Трамп будет его продвигать, и Эрдоган будет продвигать, вряд ли получится. Вот. Может он как-то затормозится, будут какие-то там причины всегда возникать, чтобы... Я не думаю, что прям безоблачно это все будет развиваться, но мне кажется, такой устойчивый тренд наметился на открытие этого коридора. Ну, компенсировать можно только тем, что мы все время говорим многие годы. Вот, для того, чтобы снять недоверие, возможное напряжение во взаимоотношениях между странами, крупными игроками, средними, региональными, внерегиональными. Речь должна идти о реанимации всего комплекса коммуникаций, проходящих через Южный Кавказ.
Вот. Тогда будут удовлетворены стратегические интересы всех участников и не будут друг друга подозревать в том, что кто-то получает геополитические преимущества. Вот. Ну и вообще сейчас, конечно, вот сейчас мы с одного на другое, но это часть этого процесса. Конечно, мы в очень интересное время живем. Мы с тобой не такие уже и старые, ну, особенно я. Такие молодые. Особенно я, да. Вот. Ну, несмотря на это, на наших глазах фактически рухнула Ялтинско-Потсдамская система с развалом Советского Союза. Потом был вот такой период после окончания Холодной войны, такого либерального романтизма, можно назвать, когда все считали, что теперь настало время всем жить по-братски, в едином, в каком-то спокойном, справедливом мире. И если где-то возникают на окраинах этого мира какие-то беспорядки, нарушающие эту романтическую картину, надо всем дружно, используя инструменты ООН, а иногда и военную силу, эти проблемы решать. Вот. То есть фактически идеализм на какое-то время возобладал над практическими, порой циничными интересами. Вот. Но это не могло продолжаться долго. Вот как в свое время коммунизм вошел в противоречие с реальной жизнью, коммунистической идеологии, то же самое произошло и в этом случае. Сейчас, мне кажется, мир развивается, больше всего подходят слова Бисмарка. Он сказал, самое главное не намерение, главное это потенциалы, имея в виду военно-политический, экономический потенциал стран. То есть намерения могут быть какие угодно, но если у страны есть потенциал, она его обязательно реализует. Вот. Сейчас мы видим, что вот мир такой, он, конечно, избавился от иллюзий, в том числе и приятных многих, дорогих нашему сердцу иллюзий, но стал более циничным, жестким, в чем-то похожим на XIX век. Но прямая экстраполяция тоже не подходит, потому что здесь уже современные технологии, цифровые, какие угодно, искусственный интеллект развивается. Вот. То есть мы на какой-то новый уровень выходим, глобального противостояния, чреватого большими, кстати, большими конфликтами. Ну, сейчас предсказать невозможно, будут они или нет. Но в итоге надеемся, что это приведет к формированию нового баланса сил. Но ты имеешь в виду, что про новый баланс сил говоришь, ну, Украина, что переговоры на Аляске, это все. Переговоры на Аляске, конечно, основная тема, публично заявлена, это урегулирование взаимоотношений между Россией и Украиной. Прекращение вооруженного конфликта. Вот. На самом-то деле речь идет о гораздо большем. Вот в этой связи гораздо большем речь идет о безопасности, в том числе и европейской. Вот в этом контексте мы всегда отталкиваемся из своей ситуации. Как мы будем в этой картине выглядеть? Ну, как мы будем выглядеть? Ну, во-первых, к счастью или к несчастью, от нас мало что зависит. Понятно. Вот. Мы можем как-то корректировать политику на нашем участке вот этого Южно-Кавказского региона. То есть, ну, что мы можем делать? Мы можем проявлять какие-то инициативы публичные, вот, которые могли бы снять препятствия, допустим, для начала движения транспорта через нашу территорию, для реализацию таких проектов. Вот, такие инициативы мы могли проявлять в публичном пространстве обязательно, потому что сейчас в первую очередь это пиар, потом действие, правильно, в нашем современном мире. Вот. И пиаром надо активно заниматься. Конечно, мы довольно в силу климата не очень такие
не очень любим трудиться, да, понятно. Да, но такая ситуация, как у нас сейчас, она требует, во-первых, заниматься еще раз инициативой, во-вторых, то, что от нас зависит в вопросах обеспечения нашей безопасности, ну, в том числе, допустим, укрепление какого-то консолидации в обществе на какой-то ценностной основе, вот, предполагающей сохранение и развитие нашего государства. Вот. Эти вещи надо обязательно продвигать. Это не значит, что мы избежим каких-то, дай бог, чтобы миновало это, но мы должны быть готовы к возможным каким-то тяжелым ситуациям или предпринимать шаги, чтобы этих ситуаций не было. Имеешь в виду к тяжелым ситуациям войной, имеешь в виду? Военные Ну, действия? слушай, сейчас же вообще ни от чего нельзя зарекаться. Потому что, ну, мы же не знаем, вот, допустим, на Южном Кавказе до чего могут довести противоречия между этими государствами. Вот. Может произойти какой-то водораздел, допустим, появиться на Южном Кавказе, где будет линия напряжения. Не хотелось бы этого. Поэтому я говорю, нам нужно продвигать инициативы, которые бы способствовали бы мирному разрешению конфликта. Вот я как-то вспоминал в одной из передач, может даже в прошлом, вот, когда был реализован проект Баку-Тбилиси-Джейхан, он же стал основным вместо Новороссийского. Вот. В 1997 году Евгений Максимович Примаков, он тогда был министром иностранных дел России, он предложил идею строительства реверсного нефтепровода через нашу территорию, эта ветка должна была соединить Баку-Тбилиси-Джейхан и Новороссийск. И мы создали еще государственную нефтяную компанию. Во-первых, эта его инициатива, она стимулировала переговоры по политическому разрешению конфликта. Вот тогда мы очень близко приблизились, но грузинская сторона, она, как всегда, рассчитывала получить больше. Мы пришли тогда к идее равносубъектного союзного государства. Такая идея обсуждалась. Грузинская сторона рассчитывала, как всегда, что внешние силы помогут ей выкрутить дальше руки, и мы там согласиться на автономию никак не могли. Зачем мы на самоубийство должны были пойти? Вот. Ничем тогда закончилось. Но я говорю о самом принципе. То есть у него была идея соединить для того, чтобы примирить конфликтные интересы. Сейчас похожая ситуация, на мой взгляд, складывается. Если система коммуникаций будет развиваться только в восточной части Южного Кавказа, обязательно будет конфликт интересов, который, на мой взгляд, не выгоден никому. Потому что если выходить на этот уровень, потом уже непредсказуемые вещи могут развиваться. Тем более регион горячий, и по менталитету горячий. Вот, и игроки здесь очень непростые вокруг все. Вот, со своими амбициями, уже настоянными на длительном историческом опыте взаимоотношений. Вот они же давно взаимодействуют, столетиями друг с другом. Вот. Новые игроки, правда, сейчас появляются тоже. Вот. Чтобы этого избежать, мне кажется, вот эта идея была плодотворна. Если, допустим, реабилитировать, найти формат реабилитации этих коммуникаций. Вот. Недавно, кстати, грузинские власти заявление сделали, да, по соглашению о мире, что-то в очередное. Я скажу, это вот как раз 14 августа, в очередную годовщину начала Грузино-Абхазской войны, они и премьер-министр Кобахидзе, и там ряд руководителей других грузинской мечты, они как бы сделали несколько заявлений, но они сказали о том, что, по крайней мере, Кобахидзе сказал о том, что они не будут подписывать мирный договор с Абхазией, которая, то есть о гарантиях прекращения невозобновления военных действий, которые там уже долгие годы предлагают и власти Абхазии, и власти Южной Осетии. При этом он сказал, что другого иного варианта, как мирно интегрировать Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии, нет.
то есть они как бы не рассматривают, но при этом, конечно же, его лексика отличалась, то есть его настроение, вот эти слова отличались от тех, которые тот же Копахидзе говорил, как, к примеру, 26 мая 2024 года. А я напомню, что говорил он 26 мая 2024 года, это в день независимости Грузии. Он заявил о том, что к 2030 году Грузия вместе со своими абхазскими и осетинскими братьями вступит в Евросоюз. Сейчас уже ни о каком Евросоюзе, в общем-то, не было. И тогда вообще было... А до нас вступит Индия, наверное. Да, но тогда, собственно говоря, если ты помнишь эту ситуацию, тогда очень как раз появилась вот этот неофициальный тезис о возможности каких-то конфедеративных отношениях между Грузией и Абхазией, который там вот находится в таком переговорном треке между Москвой и Грузией, или Грузией, вот, ну вот что-то такое, между Москвой и Тбилиси. Неофициально это идет, но потом уже к концу 2024 года эта надежда что-то из этого сделать, она иссякла в силу того, что она была крайне непопулярна в грузинском обществе. То есть они как-то ее опробировали, посмотрели, непопулярна, и от нее отказались. Отказались, кстати говоря, вот официально было заявлено, что... Ну, во-первых, согласие есть продукт, достигаемый при взаимном непонимании. Да, нет, я имею в виду в грузинском... Да, не, в грузинском обществе эта тема не зашла. Не зашла. Да, в абхазском тоже не зашла, нет. Я говорю сейчас о Тбилиси. И тогда у них была такая, как бы, я не знаю, на чем она основывала, что Абхазию и Южную Осетию там, на блюдечке с голубой каемочкой там, под каким-то соусом Москва преподнесет там, Тбилиси. Ну, в общем-то, вот эта иллюзия, мне кажется, она иссякла, растворилась, да, и сейчас... Если ты заметил, вот этого оптимизма по поводу России нет, потому что, опять же, в этот день, 14 августа, уже не почти, а во всех заявлениях грузинских политиков от власти звучало, что Россия оккупировала территории и так далее. Но они никогда от этого не отказываются. Нет. Они последний год-полтора, они как-то старались, как бы, вот слово оккупация, они как-то старались, как бы, не так часто употреблять. Но сейчас вот как бы это опять акцентированно прозвучало, при этом у них как бы особой надежды, я так заметил, нет по поводу Трампа. Трамп свои проценты со сделки между Арменией и Азербайджаном в виде контроля над Зангезурским коридором, он как бы уже как бы забрал, ему уже как бы интересен совершенно другой трек. То есть он в Южном Кавказе как бы особого интереса, мне кажется, не видит. Да? Но с другой стороны, как бы у них как бы есть, это я говорю то, что как бы я чувствую, ну как бы мне кажется, в лексике грузинской, лексике грузинской политической элиты, именно тех, которые находятся у власти, они как бы обвиняют своих противников в Грузии, то есть вот Саакашвили, нацдвижение и всю эту оппозицию о том, что, ну, во-первых, вот этот тезис повторился, что войну развязал с Южной Осетией Саакашвили, и Саакашвили являлся как бы, в общем, марионеткой такого глубинного государства. Ну, послушай, во-первых, я ничего нового во всех этих заявлениях. Может быть, частота меняется, и про этот мирный договор это регулярно звучит, это давнишняя МИДовская тема.
Грузинский МИД делает заявление, что ничего подписывать не будем, потому что это оккупированные территории. Наши говорят, вот посмотрите, они никакого мира не хотят, мы настаиваем на гарантиях. Все. Но это говорит о том, что они откатились к 2008 году Я фактически. считаю, что это вообще все инерция, которая давно лишена содержательной части. Вот. Содержательная часть еще в головах не сформирована. Поэтому по инерции будет звучать старый пропагандистский дискурс. С обеих сторон причем. Вот. Я думаю, тоже мы в 100 раз это здесь говорили, уже, наверное, наскучило нашим зрителям. Никакие большие вопросы, связанные, какие будут государственные правовые взаимоотношения между Абхазией и Грузией, там какие-то вопросы признай нашу независимость или подпиши договор. Во-первых, какие гарантии в нашем мире? Это вообще сейчас о гарантиях смешно говорить. Потому что действует тот принцип, о котором я говорил, бисмарковский. Намерения значения не имеют, значение имеют потенциалы. Если есть у какой-то стороны потенциал, она его использует, никакие гарантии это не останавливают. Вот. Бумаги не останавливают такие вещи. Если есть противоречия, которые оцениваются как угроза национальным интересам, доминирует национальный интерес. И сейчас это вообще никто не скрывает. Вот. Мне кажется, нам нужно просто более приземленно подойти к вопросу. Вот до того, как говорить о каких-то мирных гарантиях, и вообще с кем грузины могут подписывать какие-то вот соглашения, если они нас считают оккупированной территорией. Мне кажется, что вначале должен стоять вопрос о реанимации переговорной площадки. Для этого должны быть произведены соответствующие законодательные изменения в Грузии, которые им препятствуют этим вопросом заниматься. У нас этот опыт, еще раз говорю, многолетний такой работы был, где мы присутствовали в качестве сторон в конфликте. Многие вопросы у нас решались, и при этом мы оставляли за скобками то, что у нас не урегулированы политические взаимоотношения друг с другом. Вот. К такой же области относится вопрос, допустим, приграничной торговли, допустим. Или вопрос положения населения, которое по обеим сторонам границы живет. Ну, оно же заинтересовано в свободном, беспрепятственном пересечении границы, в безопасных условиях проживания. Можно потом, следующим этапом нужно подумать о тех же возможностях наших транзитных маршрутов через нашу территорию. Железная дорога, шоссейная дорога. Там же тоже просто, вот Зангизур тоже говорят, там гигантские инвестиции нужны. Чтобы там развить современную сеть, это же по щелчку Трампа не решается. Туда нужно вначале договориться, поэтому я не считаю, что это все там предопределено, уже все ясно. Во-первых, надо договориться, во-вторых, там нужно гигантские преобразования производить современные вот на этом маршруте. То же самое касается и нас. Вот, нужно создать условия, чтобы сюда, по крайней мере, в эту отрасль пришли инвестиции. Без того, чтобы была бы какая-то посредническая подушка, как у нас раньше был Координационный совет грузинской и абхазской сторон, вот, который брал на себя, допустим, и мы решали с грузинской стороны экономические вопросы, гуманитарные вопросы, там, вопросы населения. Все это мы решали. Не признавая претензий друг друга, мы не признавали, естественно. Но эти вопросы решались. То есть речь должна идти о том, какая-то такая подушка должна быть в виде международного формата, через который можно было бы эти вещи решать. Вот этим надо, наверное, как первоочередным шагом этим озаботиться. А так можно много это от заявлений. Конечно, это нужные заявления, что нам необходимо заявление, но это они ни к чему не приведут. Вот. Практические вещи нужно решать. И эту повестку, мне кажется, уже давно, уже все перезрело.
Уже годами это можно было заниматься, когда ты годами какие-то темы продвигаешь, ну, можно в российском МИДе, на Женевской площадке, на неформальных встречах, на экспертных площадках, в средствах массовой информации. Какие-то идеи ты последовательно, если продвигаешь, ну, по крайней мере, просто у нас впечатление, что мы какой-то пуп земли, и весь мир сидит и смотрит, и думает, вот что там абхазцы с грузинами делают. Для Запада, для Америки мы периферия. Для России нет. Для Ирана, для Турции это такой вопрос прям приближенный к их стратегическим интересам. А для Евросоюза, Америки, ну, мне кажется, да, тоже они, особенно американцы, у них возможностей больше. Вот видим даже, как с европейскими своими партнерами Трамп разговаривает, как раньше император Священной Римской империи, Курфюрстов, когда собирал этих вассальных князей Германской империи, вот он там где-то на троне, эти там по бокам где-то сидели. Ну, вот такое впечатление от встречи. Ну, вот такой вот в реальной, при том, что гигантские экономические возможности у Евросоюза, очень незначительно оказались военно-политические возможности. Вот. Поэтому такое отношение. Вот. Ну, поэтому США, возможно, они будут более активны в этом регионе. Но они не будут так переть, чтобы они создали себе проблемы с той же Россией, с Турцией. При том, что они Турция и США в НАТО, это не значит, что у них везде интересы совпадают. Иран тоже не надо забывать. Это такая ослабленная в настоящее время страна, но тоже с большими амбициями. То есть мы должны вот в рамках понимать, какая сложная в мире картина, и какой-то свой лотерейный билет купить, чтобы иметь шанс что-то выиграть в этой опасной лотерее. Лотерейный билет видит, пока больших затрат это не требует. Это требует просто выработать какую-то концепцию на какую-то краткосрочную, среднесрочную перспективу, посмотреть, чего ты хочешь достичь в результате этого, и заниматься этим вопросом. Я думаю, что это, ну, это и в наши союзнические отношения с Россией вполне вписывается. Просто об этом надо, наверное, и на этом уровне разговаривать. Может, разговаривает, я не знаю. Просто в публичной сфере это не звучит. Ну, я сейчас вспомнил старый анекдот в связи с лотерейным билетом. Авраам просит у Бога, говорит, сделай каждый день, он просит его, сделай так, чтобы я выиграл миллион в лотерею. И ну, человек за дня в день просит, и уже Бог не выдержал, и оттуда сверху, слушай, Авраам, ну для начала хотя бы купи лотерейный билет. Я именно этот анекдот и вспомнил. Но, кстати, у абхазцев в истории бывает, что не покупая никаких лотерейных билетов, выигрывают. Вот. Но это случайность. Хорошо. Мы будем все-таки закругляться. Я думаю, что у нашей власти там есть какой-то план действий по этому поводу. Ну, по крайней мере, надеюсь, что как все это будет разворачиваться в контексте Как того... это, помнишь, сейчас тоже вспомнил, был мультфильм по мотивам, это «80 дней вокруг света», когда Филиас Фок запасался какими-то материалами, он предполагал, что мистер Фикс делает такого, чтобы его парировать все его злокозненные идеи. Так что я надеюсь, что у нас тоже, вот в силу того, что опять же речь идет о неком глобальном плане безопасности, который, да, это, наверное, может быть не Ялта, не Потсдам, но тем не менее какое-то движение создания новой какой-то конфигурации мироустройства, он как бы созревает. И нам, наверное, все-таки надо вписаться в это мироустройство, чтобы у нас как бы все было мирно, страна развивалась, и нашей независимости ничего не угрожало. На этом мы
прощаемся. Астамур, большое спасибо. Спасибо. Да, до новых встреч. До свидания. До свидания.